Как сейчас живет Бирская епархия? Чем занимаются в Тав-Ифе и чем увлекаются в Софии? Об этом и не только вы узнаете в программе «Дорога к храму». Жизнь церкви многогранна и не ограничивается только богослужениями и постройкой храмов. Бирская епархия Башкортостанской митрополии развивается и крепнет с каждым годом. Строятся новые храмы и восстанавливаются старые. Ведется каждодневная миссионерская, просветительская и социальная работа. Но главная задача, которая объединяет всех православных, это возрождение духовной культуры. Бирская епархия Башкортостанской митрополии, как самостоятельная административно-территориальная единица, совсем юная, ей всего 2 года, и руководит ей молодой и энергичный епископ Спиридон. Бирская Белорецкая епархия образована решением Священного Синода и изволением Святейшего Патриарха Московского и всей Руси Кирилла в 2017 году с выделением из существующих епархий на то время, из Уфимской, Салаватско-Нефтекамской епархии. Протяженность епархии более 700 километров от края до края, от Мишкинского района до Абзелиловского района. Включает в себя много районов, в которых существуют приходы со своими и проблемами, и нуждами, и заботами, которые приходится по мере сил и возможности решать, посещая приходы тех районов. Бирская епархия охватывает 13 районов с центром в городе Бирске. На ее территории 6 благочиннических округов. В настоящий момент в епархии существует 9 отделов, в которых несут служение духовенства в образовательной сфере, духовного кормления, миссионерское служение, паломническая служба. Также существует отдел сестер милосердия, которые входят в подчинение социального служения Бирской епархии, которые помогают в кормлении голодных, малообеспеченных граждан нашего города Бирска, которые помогают в паллиативных отделениях больниц и посещают дома престарелых. В целом помогают осуществлять то социальное служение и помощь ближним, которую церковь должна нести наравне. Не менее важного служения – это служение ближнему и несение Слова Божия людям. В городе Бирске работает социальный склад вещей, где каждый нуждающийся может взять понравившуюся вещь, одеть себя и своих близких. У нас склад работает уже 5 лет. Работаем с обедом с 2 часов до 6 каждый день, кроме воскресенья. У нас работаем мы с Gloria Jeans. Gloria Jeans у нас поставляет новые вещи с этикетками, все. Помогает ангел-подорожник. Уфимский склад «Благо». Прихожане у нас приходят, сами бирские приносят вещи. Вещи хорошие приносят. Приходят у нас многодетные, малоимущие приходят. После пожара нуждающие приходят. Кто приходит нуждающий, всем помогаем. Постараемся помочь одеть обувью, снабжаем вещами, одеваем. Верхние есть у нас одежда. И верхние, и так. Все вот. Чем можем, тем помогаем. У христиан обязательным для каждого милосердного человека является накормить голодного, напоить жаждущего, одеть нагого, накормить и принять путешественника, а немощного и заключенного посетить. Проявляя милосердие, мы оказываем помощь самим себе, становясь чище и добрее. Основным из направлений деятельности православной церкви является воспитание молодежи. И отдел религиозного образования и катехизации епархии особую важную роль и большое внимание уделяет воспитанию нашего подрастающего поколения. Воскресные школы, которые существуют на территории Бирской епархии, они осуществляют обучающий процесс для 370 детей. Это от 5 до 16 лет. И, конечно же,
мы не должны забывать, что молодой организм, молодые ребята – это как чистое поле. И те семена добра, любви и уважения к ближним, которые мы сможем посеять, и через года взойдут и принесут те плоды, семена которых будут посажены в их молодых сердцах. С приходом владыки Спиридона было принято такое решение, что детей с 3 храмов объединили в одну школу. То есть появилось здание, и владыка решил воспользоваться этим, и детей всех здесь собрать в этих стенах. Так и удобно. Они бывают на службе, после божественной литургии они приходят сюда в школу, кушают, им готовят кашу, компот, то есть все самое такое необходимое, как завтрак для детей. Потом они идут на занятия. После занятий каждый по желанию расходится на свои кружки. Дети занимаются по направлениям закон Божий, это основная наша задача. Иконостас православный изучают. Младшие дети просто проходят как бы основу православия в игровой форме. Также существует у нас много секций разной направленности, где дети могут заниматься шахматами. Вот сейчас на данный момент прорабатывается открытие секции настольного тенниса, рукоделие. Вот в нескольких тоже направлениях занимаются профессиональные художники с детьми. Два художника и 2 музыкальных работника. То есть все возрасты детей, все они охватываются. Отмечаем праздники все вместе. На данный момент сейчас вот готовимся, 17 числа у нас будет День мамы. Дети готовят подарки, концерт праздничный. Хором занимается у нас 2 преподавателя, младшие группы, и, значит, и отдельно уже с 3 класса это уже идет старший хор. Тоже педагоги профессиональные, с младшими детьми работают педагоги из детского сада, музыкальные работники, со старшей группой работают преподаватели музыкальной школы нашей, городской. На данный момент у нас 17 педагогов, 7 предметников, и остальные рукоделием занимаются. Также в старшей группе у нас есть преподаватель, который ведет кружок журналистов. Там девочки, они готовятся к праздникам, выпускают брошюры к каждому празднику, вот, делают видеосюжеты. Занятия у нас в наших секциях, они все бесплатные. Кого, дети, мы с вами вышиваем? Серафимов. Да? Мы готовимся к Рождеству и будем украшать вертеп серафимами, которые там присутствовали, да? Сколько у нас сантиметров должна быть длина ниточки? 40 сантиметров. Так, а она у нас подлиннее. Дайте мне ножнички. У ребят занятия и увлечения с возрастом меняются. А вот навыки души, которые обретает ребенок в воскресной школе, будут служить ему в будущей жизни. Поэтому не суть важно, какому мастерству ребенок обучается или какую способность развивает. Важно, что при этом он обретает нравственные свойства души. Одна из заповедей, которые Господь нам дал, это «возлюби ближнего своего, как самого себя». «Почитай отца своего и матерь свою, и долголетен будешь на земле». Если не будет уважения к ближним нашим, к нашему окружению, не будет почитания любви и уважения к родителям, то дети будут потеряны. Чувство, вот это уважение и чувство долга перед родителями, что родители их воспитали, оно просто исчезнет. Если не будет воспитания
именно в духовном плане родства, в духовном восприятии всего того, что нас окружает. Ведь мы должны не только любить наших ближних, но мы должны любить и бережно относиться к тому, что вокруг нас. А это и природа, и все видимое и невидимое нашему взгляду. В такой школе всех встречают с радостью. Здесь каждому ребенку предоставляется уникальная возможность отдохнуть от мирской суеты, погрузиться в мир света и добра. Ведь не зря слово «школа» в переводе с греческого означает «отдых». Техника иконописания сложна и своеобразна. Последовательность процесса писания иконы выработана вековой практикой древних иконописцев. Она почти всецело применяется и современными мастерами. Например, такими мастерами, которые работают в иконописной мастерской Бирской епархии. Каждая икона, выполненная в мастерской, уникальна. Ну, где-то лет 10 мы уже как открыли мастерскую художественную при Бирской епархии. И вот с ребятами занимаемся реставрацией старых икон, написанием новых икон, расписываем храмы. Расписали 4 храма уже, частично, правда. Вот. Но в основном основная работа у нас здесь в мастерской, мы реставрируем старые иконы, потому что очень много старых икон приносят на реставрацию. Делаем кресты, голгофы так называемые, запрестольные кресты. Весь соответствующий набор церковной утвари. Однажды мне принесли икону записанную. Я так сразу по первому взгляду определил, что она очень старая, то есть очень старая. Потому что характерные признаки были это лузга, то есть делалась она не рубанком, а как раньше делали с туслом. Она была записана. Но я не придал к этому значения и начал ее, как сказать, зачищать. Так, вот эта икона. Вот. Первое, что я увидел на обратной стороне, это старые признаки, то, что она делалась не рубанком, а стесалась с туслом. Вот такие ласточкины хвосты, так называемые, то есть тоже признак очень старинный. Когда доски расходились, их стягивали вот такими хвостами, ласточками. Сейчас, если просто заклеивают, то раньше вот таким образом делали. Ну, это, конечно, новая вставка. Вот. И то, что вот лузга, то есть вот эти вот поля, которые углублялись вручную раньше, эти были признаки старой иконы. Вот я ее начал грубым образом расчищать с этими, и потом, когда вот обнаружил старую роспись, тогда срочно прекратил это действие. Это вот Кирилл и Мефодий, икона старинная. Ну, я думаю, где-то век 14, наверное, 15, может быть. Почему? Потому что, во-первых, настоящая яичная темпера, манера письма. Ну, со временем, наверное, я ее восстановлю до первоначального. Мне очень нравится своя работа. Я очень благодарен тем, кто мне помог это, тем, кто осуществил мою мечту, то есть заниматься своей любимой работой, реставрировать, писать иконы. Икона – это книга о вере. Языком линий и красок она раскрывает догматическое, нравственное и литургическое учение Церкви. На раскройном столе ткань, выкройки, ножницы, булавки и пуговицы. В уютном и светлом помещении гудит швейная машинка. Портная выкраивает по изготовленным лекалам очередное изделие. Редком на вешалках висят отутюженные разноцветные одеяния. Одеяние священнослужителей отличается от одежды других людей цветом, длиной и особым покроем. У кого-то это вызывает удивление и интерес, у кого-то благоговение и восхищение. Вот и мастерицы швейной мастерской Тавифа тоже вызывают восхищение, изготавливая такие красивые облачения.
Наша швейная мастерская шьет облачения. Мы изготавливаем их не только для священников нашей епархии, но и для тех, кому это необходимо. Шьем облачения для священников, для убранства храма, для алтарей и для молитвенной части храма, для диаконов, для архиереев. То есть вся церковная швейная продукция у нас может изготавливаться. Конкретно вот это облачение будет для владыки Спиридона, для нашего. Здесь изделие для клирика нашей епархии. Изделие отправляется в скором времени, вот уже заканчиваем его. Будет освящение храма. Готовимся к освящению, шили и для священника, и для алтаря, для престола облачения, и для жертвенников. Полный комплект. В каком-то там детском возрасте, может быть, подростковом, даже не думала, что буду швеей. Это дело, честно сказать, не любила. И потом как-то вот Господь абсолютно чудесным образом привел, потому что планы были совершенно другие. Единственная цель была попасть именно в духовное учебное заведение, потому что круг общения у меня был соответствующий, мне было интересно с этими людьми, именно для того, чтобы поддерживать связь, интересы с людьми воцерковленными. Я стремилась поступить в духовное учебное заведение. Собиралась поступать на иконописное, поступила на швейное, на златошвейное, вышивке тоже училась. Чему сейчас, конечно, рада, то, что могу послужить во благо церкви, действительно быть нужной. Ну и сейчас эту работу, конечно, всем сердцем полюбила. Мир православия насыщен талантами. Каждого из нас Господь наделил какими-то способностями. Некоторым уже удалось разглядеть и развить эти способности, а некоторым таланты еще только предстоит раскрыть. Как раз этим и занимаются в женском клубе «София». Можем сделать коврики разноцветные, как раз детские, будет очень интересно. А вам как вот рекомендовали? Вот эти Они сказали, что нам нужна шерсть колючая. Им вот нужны пеленки и носочки. Им так, не так важны жилетки, как пеленочки. Побольше, потолще иголка или как должны быть? Нормальный же вот эти спасибо. Нормальный такой размер, Нормальная, и да, вот крышесть хорошая, вот это вот. Да, да. Это называется символ пожертвования. Семейный женский клуб «София» при Архангельском храме организовался в сентябре этого года. Вот идея клуба была собрать всех творческих людей, женщин, мастериц вот под сводами храма. В нашем клубе собираются женщины, начиная с 18 лет, и уже дальше ограничений никаких нет. Женщины у нас разных профессий. Здесь собраны и учителя, и медики, и художники. То есть, но творческие способности, они у каждой женщины, мне кажется, заложены Богом уже. Вот. Наш клуб направлен на социальную адаптацию женщин, также на помощь другим тем, кто нуждается в этом. На прошлой неделе участницы нашего клуба подготовили вязаные вещи для недоношенных детей, и это было приурочено к празднованию Дня недоношенных детей 17 ноября. На данный момент было согласовано сотрудничество с двумя реанимациями детской и республиканской больницы. Вот, и мы готовим сейчас как раз вязаные вещи еще остальным деткам, которым не хватило. В нашем клубе мы не только занимаемся рукоделием, также у нас приходит священник, отец Антоний, настоятель нашего храма, и ведет беседы на разные темы. Также мы с клубом выезжаем в паломнические поездки. И не только паломнические, но и культурные программы у нас есть. Вот, еще очень много запланировано. И впереди тоже есть планы, которые тоже рассчитаны на город и на помощь молодым мамам, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Без настоящего нет будущего, и потому священнослужители и преподаватели Бирской епархии во главе с епископом Спиридоном стараются сделать все, чтобы наша молодежь не потерялась в этом сложном мире и стала духовно богатым и нравственно здоровым поколением. Епархия довольно-таки молодая, ей всего 2 года, и как и в любом организме молодом,
этот молодой организм совершенствуется и становится мудрее. Сфера деятельности, она с каждым месяцем, годом, она развивается и становится больше. В планах это строительство духовно-просветительского центра в городе Бирске. В здании духовно-просветительского центра будут проходить всевозможные конференции не только православной тематики, не только для православных верующих, но на площадках этого духовного центра будут встречаться представители как православного населения, так и ислама. Будут молодежно-тематические площадки для обсуждения таких немаловажных вопросов для молодежи, как виртуальная реальность. Это всевозможные гаджеты, которые увлекают нынешнюю современную молодежь от той реальной жизни, которая проходит мимо их глаз. Потому что основную часть времени наше подрастающее поколение проводит в интернете, в всевозможных играх. И реальная жизнь, она проходит незамеченной. В рамках сотрудничества и взаимодействия с епархиями Республики Башкортостан, соседних регионов, планируется проведение межепархиальных молодежных слетов, на которых молодежь сможет встретиться со своими сверстниками, смогут поделиться опытом духовной жизни, как они приходили к вере, какие, может быть, паломнические поездки совершали. В целом будут обмениваться опытом, который они в церкви, живя верой Христовой, они приобрели. Сегодня Бирская епархия Башкортостанской митрополии выстраивает свою работу, ориентируясь в первую очередь на актуальность и незыблемые ценности христианского мировоззрения. Одним из немаловажных моментов и планов Бирской епархии это является восстановление порушенных храмов, реставрация разрушающихся и строительство храмов, которые были заложены много лет назад, но они не были доведены до полного завершения строительства. И если мы не будем восстанавливать то, что требует восстановления относительно храмов, если мы не будем хранить, восстанавливать прошлое, то у нас, может быть, и не будет будущего. Потому что каждый храм, который порушен, он несет в себе частицу того исторического момента, той истории, той эпохи отчасти, в которой он строился. И смотря и находясь в храме, мы можем почувствовать, может быть, ту любовь и веру строителей, которые строили тот храм. Церковь – это не какое-то закрытое общество, отгородившееся от мира и далекое от проблем современности. Напротив, церковь состоит из людей и, подобно им, живет в нашем мире. Она его часть. И, выполняя многие важные функции, а прежде всего объединяя людей и воздействуя на их духовный уровень, церковь помогает в решении многих социальных проблем, стоящих перед обществом.